Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Сердар Бердымухамедов направил соболезнования Дональду Трампу. Международный пункт перехода на границе Казахстана и Туркменистана возобновит работу. В Ашхабаде презентовали стипендиальную программу Турции для студентов и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с произошедшим вблизи аэропорта города Вашингтон трагическим событием, повлекшим многочисленные человеческие жертвы. От имени народа и правительства страны, а также от себя лично, президент Туркменистана передал слова искреннего сочувствия и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших. В ночь на четверг возле Вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета было 60 пассажиров и 4 членов экипажа. На борту вертолета 3 члена экипажа. Выживших в результате авиакатастрофы нет. Перспективы развития сотрудничества и повышения эффективности железнодорожных перевозок между Казахстаном и Туркменистаном были обсуждены в Алмате в ходе двусторонних переговоров представителей железнодорожных ведомств. Стороны пришли к соглашению о возобновлении работы объединенного международного пункта перехода на железнодорожной станции Болашак, расположенной на границе Казахстана и Туркменистана. В турецком культурном центре при посольстве Турции в Ашхабаде состоялась онлайн-презентация международной стипендиальной программы «Туркия Бурслары», являющейся ведущей программой страны в сфере высшего образования. Программа развития ООН совместно с Министерством финансов и экономики Туркменистана провела вебинар по подготовке перечня обязательств по доступу на рынок финансовых услуг. Вебинар представил обзор многосторонних правил, регулирующих международную торговлю услугами, а также подходы к регулированию финансовых услуг Туркменистана в контексте проводимых экономических реформ. Участники ознакомились с тем, как подготовиться к предстоящим переговорам по условиям вступления в ВТО в секторе финансовых услуг, в частности, как отразить действующие и будущие национальные нормативные акты в документах ВТО. Турецкие власти инициировали масштабную проверку гостиничного сектора после трагического пожара в отеле курорта Карталкая. По итогам инспекции Министерство культуры и туризма распорядилось о немедленном закрытии 50 отелей в Анталии, не соответствующих требованиям безопасности. Основанием для закрытия стало отсутствие обязательной документации на ведение гостиничной деятельности, включая сертификаты пожарной безопасности. В ближайшее время все указанные объекты будут опечатаны. В Кеминском районе Чуйской области Киргизстана запланировано строительство современного экологического города. Указ о создании Кемин-Сити уже подписан главой государства Садыром Жапаровым. Проект оценивается в более чем 45 миллиардов долларов. Под застройку выделена территория площадью более 353 гектаров, которая уже получила статус земель населенных пунктов вместо прежней категории сельскохозяйственного назначения. До середины 2025 года власти намерены разработать и утвердить концепцию строительства, а также провести переговоры с потенциальными инвесторами. На предстоящих зимних азиатских играх в Харбине, которые пройдут с 7 по 14 февраля, туркменская сборная будет представлена делегацией из 25 спортсменов в 3 видах спорта – хоккее, шорт-треке и фигурном катании. Соревнования соберут спортсменов из 34 стран, в том числе из всех 5 государств Центральной Азии. Для Китая это будут 3-е зимние азиатские игры в истории. Первые соревнования в Харбине состоялись в 1996 году. Мужская и женская сборные Туркменистана по баскетболу 3х3 примут участие в Кубке Азии, который пройдет в Сингапуре с 26 по 30 марта. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.